В Якутии завершился прием документов на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил секретарь Якутского регионального отделения партии Александр Наговицын. В список вошли 16 человек. Это члены самой партии, представители общественных движений и поддерживающие политику партии «Единая Россия». В числе участников Галина Данчикова, Юрий Куприянов, Александр Гриценко, Юрий Кравец, Валерий Лютый, Алексей Петров и Зоя Соловьева. До 15 мая все 16 претендентов должны принять участие минимум в 2 дебатах. Будут работать 15 площадок, на которых пройдут обсуждения на такие животрепещущие темы, как социальная политика, здравоохранение, проблемы села, борьба с коррупцией и многое другое. Также большое внимание уделят вопросам развития Арктики. Ей посвятят отдельную площадку для обсуждений. Такая площадка будет проведена в режиме видеоконференции с арктическими улусами, где наши кандидаты смогут пообщаться в прямом общении с жителями данных улусов. Вопросы развития жизни Арктики в целом, социальной политики. Как же нам сохранить Арктику, каким образом нам улучшить жизнь людей в Арктике, каким образом закрепить молодежь в Арктике, каким образом сделать так, чтобы все-таки жизнь жителей в Арктике, она существенно улучшилась и как минимально отличалась от жизни жителей центральной части республики. Отметим, дебаты в Якутии начались 2 апреля. Они прошли уже на 6 площадках в Амгинском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Верхневилюйском районах и в столице республики. Проверить ход проведения дебатов в Якутию прибыл федеральный куратор Виктор Озеров. В ходе визита он встретился с участниками предварительного голосования. Первая установка. Никого с Москвы в субъекты федерации кандидатов мы направлять не будем. Вчера в этом зале я встречался с кандидатами, которые уже зарегистрированы. Их 13 человек. 14 подал документы на регистрацию. Я им сказал, есть ли среди вас те, кто не живет на территории Якутии? Нет. К вам я приехал уже, побывав в Красноярском крае, в Хабаровском крае, в Еврейской области. Тоже могу сказать. Нет. Ни в одном из 12 субъектов федерации ни одного засланного казачка с Москвы, из Питера или еще откуда-то нет. Все люди, которые живут здесь на территории. И это для нас очень важно, чтобы с помощью населения действительно отобрать лучших из лучших в народном голосовании. И мы хотим отобрать вот тех, которые потом выйдут с другими политическими партиями соревноваться в честной борьбе. И я искренне заинтересован в том, чтобы эти бойцы были настолько подготовлены, чтобы они в хорошем смысле этого слова бились, а мы им помогали. А не таких, чтобы мы по каким-то там заслугам прошедших лет отобрали кандидатов, и мы за них потом работали, они смотрели, да еще нас критиковали. Такая работа заканчивается. Сегодня